5 радостных вестей для постящихся в месяц Рамадан. Наступление месяца Рамадан является для верующих большой радостью. Истинные мусульмане воздают хвалу Всевышнему за то, что даровал им милость и позволил встретить очередной Рамадан. Праведники всегда просили Всевышнего Аллаха даровать им счастье встретить еще один месяц Рамадан. После завершения Рамадана они полгода просили Аллаха, чтобы Он принял их поклонение, совершенное в Рамадане, а оставшееся время они просили Всевышнего позволить им дожить до Рамадана. Ведь пост, особенно обязательный пост Рамадана, является высоко вознаграждаемым деянием для верующего. За соблюдение поста Всевышний Аллах уготовал своим рабам особую награду. В известном хадисе Аль-Кудси пророк, алейхиссаляту вассалям, передает слова Всевышнего: «Вознаграждение за каждое благое деяние человека, сына Адама, увеличивается минимум в 10 раз и может достигать 700-кратного размера». Всевышний Аллах сказал: «Кроме вознаграждения за пост, ибо поистине он соблюдается для меня, и я воздам за него. Человек держит пост только ради меня». Хадис передал Ибн Маджа. Помимо этого, Всевышний Аллах даровал нашей умме много радости и благ, которых заслуживает в месяц Рамадан каждый постящийся, не совершающий тяжких грехов и не отрицающий милость Аллаха. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Моей умме в месяц Рамадан дарованы 5 благ, которые не были дарованы предыдущим общинам. Первое. Запах изо рта постящегося, который для Аллаха приятнее, чем благоухание мускуса. Второе. Ангелы молят о прощении за них вплоть до разговения. Третье. Каждый день Аллах украшает свой рай и говорит: «Близко то время, когда праведные рабы мои сбросят с себя бремя тягот и беспокойства и устремятся к тебе». Четвертое. Мятежных дьяволов заковывают в цепи, и они не могут делать то, что они делают в другое время. Пятое. Постящиеся удостаиваются прощения в последнюю ночь месяца. Люди спросили: «О посланник Аллаха, это ночь предопределения, Лайлятуль Кадр?» Он ответил: «Нет, просто труженик получает свою награду сполна, когда завершает начатое дело». Хадис передали имам Ахмад и Абу аш-Шайх в книге Китаб ас-Сауаб. В той версии, которую приводит имам Аль-Байхакки, сообщается, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, вместо ангелов упоминал рыб и сказал: «Рыбы молят о прощении для них вплоть до разговения», передал Аль-Байхакки. В другой версии этого хадиса, которая передается от Джабира ибн Абдуллаха, да будет доволен им обоими Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «В месяц Рамадан моей общине было даровано 5 благ, которые не были дарованы общинам предыдущих пророков. Первое. Первую ночь месяца Рамадан Аллах Всевышний смотрит на мою общину с милостью, и тот, на кого Аллах Всевышний взглянул с милостью, никогда не подвергнется наказанию. Второе. Запах изо рта постящегося к вечеру приятнее Аллаху, чем запах мускуса. Третье. Днем и ночью ангелы просят у Аллаха Всевышнего прощения для тех, кто соблюдает пост в течение всего месяца. Четвертое. Всевышний Аллах прикажет раю: «О рай, украсься и подготовься для моих рабов». Приблизилось время отдыха, когда они будут избавлены от тревог и забот мирской жизни и придут в мой дом и у моей щедрости. Пятое. Когда наступает последняя ночь месяца Рамадан, Аллах Всевышний прощает всех, кто соблюдал пост. Один из людей спросил: «О посланник Аллаха, этой последней ночью является ночь предопределения?» Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, ответил: «Нет, разве работник, выполнив свою работу, не получает вечером платы за свой труд?» Хадис передал имам Аль-Байхакки. Как видите, Всевышний Аллах в месяц Рамадан дарует постящимся из уммы Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, много благ, которыми не были одарены общины других пророков и посланников миром. Чтобы заслужить эти блага, мы должны искренне покаяться и с чистым сердцем встретить месяц Рамадан. Также в Рамадане мы должны соблюдать пост, воздерживаясь от всего запретного и порицательного, так, как нам указал пророк, алейхиссаляту вассалям. Всевышний Аллах не принимает пост того, кто не отстраняется от лживых разговоров и поступков. Поэтому постящемуся нужно оберегать все свои органы от запретного, как оберегает он свой желудок и половые органы. Пост того, кто лжет, хулит, сплетничает, дает ложные клятвы, смотрит на женщин похотливым взглядом и совершает подобные этим нехорошие поступки, не будет полноценным, и он не получит за свое деяние полного вознаграждения. Естественно, такой человек не получает блага Всевышнего Аллаха, о которых говорится в выше приведенных хадисах. Таким образом, он упускает большой шанс и сам ведет себя к погибели.